Добрый день, дорогие мои, с вами снова Лео. Друзья, ну сейчас вроде бы я хоть и поздоровалась, что здесь добрый день, но еще такое утро, поздноватое утро. Но у меня сегодня все мои мужчины дома, и я не тороплюсь готовить завтрак. Сейчас приготовлю, правда, будет поздний завтрак. Хочу пирожки приготовить. Тесто замесила, поставила. И просто вышла посмотреть, сказали мне тут, что у меня лежит гусь. И видите, я даже раздета. Но сегодня жарко. Уже вот 10 часов утра. Ну, жарко, не жарко, но тепло. Не знаю, плюсовая температура, потому что тает, потому что вот такой вот снег. Пока я сюда добежала, гусь, по-моему, мой ушел уже. Но вот, не знаю, конечно бы, мне хорошо, что они сейчас несутся. Мне бы хотелось, чтобы они неслись так, попозже, весной, чтобы, может быть, и сами легли, а может быть, вообще так. И считай, сейчас, которые яйца они несут, они теряются. Так, никак не могу привыкнуть к этой селфи-палке. Хочу показать вам гусей, но их все-таки не видно. Разбежались мои гуси по соседским по этим огородом. Сейчас, короче, переверну я вас. Вот, друзья, видите, гусыня убежала. Я не знала даже, где она несется. Ой, по-моему, яйцо такое молодое, длинное какое-то. Ну, видимо, первое, мне кажется. Потому что одна гусыня у меня несется, я заметила давно, а эта сейчас лежит молодая. А я их собираюсь резать, если честно. Не знаю, даже жалковато. Две уточки вот у меня остались. Так, приходила соседка, она ушла. Хочу вам показать своего любимчика, который у меня бегает тут во дворе. Орпингтон, я его как-то показывала. Это порода кур такая, орпингтон. Куропатчатый, по-моему, она точно не могу сказать вам. Ошибаюсь, может быть. Или мраморный орпингтон. Надо уточнить. Хочу петушка с ним еще взять, петуха с ним нет. И эта курочка у меня, дорогие мои, уже занеслась. Видите? Так. Ну все, пока я дойду до действительности, до завтрака, точно будет обед. Сегодня лентяйка. А снег у нас все-таки лежит, видите, хорошо. Оно подтаивает уже. Если еще 1-2 дня вот таких вот теплых, то от снега у нас, конечно, ничего не останется. Но ничего, алхамдулилlah, хоть немножко обрадовались дети снегу. Аишка никак не может приехать. Вернее, она-то очень хочет приехать, но ее не везут. Мы бы ее еще по снегу покатали. Вчера тоже звонила, плачет. Хочу к Ибрашке. Ибрашку она называет Апата. Хочу к Апате и к маме по телефону. Ну вот, как-то так. Все, теперь уже будем делать завтрак. Друзья, и смотрите, какая у нас погода шикарная, солнышко и горы видно, которые опоясывают вот полностью с этой стороны. В принципе, почти Г-образно нас опоясывают горы, даже П-образно, по-моему, я точно не могу сказать. Но вот видите, очень красивые горы. Самолет летит, не знаю, вы видите или нет. У нас тут недалеко аэродром, вроде Кавказский. Так, ну с той стороны тучами закрыты горы. Ну, там, по-моему, ага, иди сюда, пожалуйста. Снимает у меня Ибрагим. Гора Эльбрус, по-моему, у нас там была, но ее не видно. Вот с этой стороны сними. Ну, там плохо видно. Очень красивые горы, друзья. Я хочу поехать скоро в город наш Магаз, а там еще ближе видны горы, и мы еще вам поснимаем, наверное. Вообще-то хотелось бы поехать в горы, скоро поеду. Очень хочу туда поехать. Вот как сын приедет, наверное, мы поедем в гору, я вам покажу вообще уже вблизи, как это все будет. Я надеюсь, и сама посмотрю, и вы посмотрите. Ну вот как-то так, друзья. Теперь побежала я. Так, ну и вот, мои дорогие, время пирожков мое пришло. Так, вы знаете, почему я хочу? Вы, наверное, скажете, что постоянно я делаю мучное, что постоянно у меня пирожки да лепешки. В принципе, я же вам сказала, что врать не буду. У меня практически день не проходит без какого-нибудь, ну практически, не каждый день, но тем не менее. И причем даже мальчики сами об этом просят. Не просто так, чтобы там или у меня ничего приготовить, или нет ничего готового. Просто они очень любят мучное. Да и мне удобно.
что-нибудь мучное сделать быстренько, потому что в большинстве случаев я же все делаю на бегу, вы видите, что и так много чего не успеваю, слишком много, наверное, беру на себя и затеваю, но тем не менее. И поэтому тесто, как я сказала, уже всегда у меня лежит, заходи, в холодильнике. И если я что-то не успела сделать, то мне обычно быстро помогает тесто, делаю что-то из теста. А вчера вечером я разбирала свой морозильник здесь. Надо было положить фарш туда. И нашла какой-то, ну не знала, что это, пакет с фаршем какой-то. Смотрю, что это, по-моему, не такой, ну не сырой фарш. Развернула, а потом оказалось, это фарш из вареного мяса, который мне сноха дала, когда у нас был третий день похорон моего брата. Я делала там пирожки все эти первый день нет, а вот 2 дня я делала пирожки из этого мяса. И вот остаток она мне сказала, чтобы я его забрала. И вот хочу сейчас пирожки сделать. Они бывают очень вкусные, друзья. Нахлынули воспоминания, вы меня извините. Значит так. Дело в том, что, немножко вам расскажу, раз начала об этом фарше, почему скажете пирожки. Обычно же у нас 3 дня едят мясо на похоронах. И вы знаете, мясо, которое нам привозил зять, дал Саадолцун, зять, который, зять моего брата, получается, моей племянницы муж. Все 3 дня мясо для всех, и для муридов, и для нас, и для всех привозил он. Большое ему за это спасибо. И Саадолцун. И мясо было очень, не очень жирное, но жирное. И куски жирные оставались. Более такие съедались, не жирные, а с жиром, который мясо оставалось, и, по идее, оно могло пропасть. И моя сноха захотела, да и я сама предложила, давай я сделаю пирожки. И мы начали делать эти пирожки. Я тесто замесила, девочки мне сделали фарш, помогали. И мы делали пирожки. Сегодня мой сын старший тоже говорит, мама, говорит, как только, говорит, ты первые пирожки, говорит, сделала, я занес первые пирожки. Старики, которые сидели, ели мясо, сразу, говорит, оттолкнули, говорит, от себя мясо и стали есть пирожки. И они им понравились. 2 дня мы жарили пирожки. И мясо, и все остальное, конечно, было, но мы и пирожки жарили. Они женщинам нравились. И вы знаете, раз я вспомнила, у меня такой небольшой, наверное, ролик, но я еще точно не знаю, если я не включила, то, значит, не включила. Хочу подключить, показать вам, в тот день, как мы с пирожками занимались, и как ели их. Немножечко, может быть, вставлю. И вот так вот, друзья. Вспомнила сегодня о своем брате. И сегодня вот пожарю им пирожки. Мясо очень такое вкусное, жирное, пахнет костром. И пусть будет, я скажу на своем языке, священники Сарин Хелиш, Сунда Пачкилш. Пусть это будет за его милость, чтобы Аллах все грехи ему простил. Я надеюсь, я и так молюсь за него. Чтобы и ему, и всем нам были прощены грехи. Вот так вот, друзья. Так, все. Надо взять себя в руки. Не хочу. Вот такие вот дела. Так, расскажу, что я сегодня еще буду делать вам. Я уже сказала, что буду с вами делиться обо всем. Вы знаете, еще смотря в камеру, я действительно представляю, по-своему, я не могу, наверное, представить, меня смотрят 1000, как я понимаю, но все-таки, кого, как будто бы вот кто-то меня смотрит, и я об этом знаю. Так, значит, что, друзья, расскажу вам, что мне сегодня надо было делать. Не хочу с вами прощаться пока. Значит, я сказала, что маму надо везти в больницу мне сегодня. Да, и большое спасибо вам, большое спасибо вам за ваши комментарии, за пожелания маме здоровья. Огромное вам спасибо.
много чего мне желали, советовали. Я вам благодарна, друзья. И благодарна многим подписчикам. У меня появились новые подписчики. Старым, конечно, старые мои подписчики, не обижайтесь, я вам и так безмерно благодарна. Но и новым благодарна моим подписчикам, которые подписываются. Ну, потихонечку у меня и отписки бывают. Ну, значит, не нравится. Что поделаешь. Всем тоже нельзя нравиться. И прошу быстро не отписываться. Может быть, потом будет интересно. Пока оставайтесь. Пока немножко посмотрите. Порекомендуйте, что мне и как мне делать. Хочу немножко вам больше интересного показывать. Надеюсь, вот приедет сын, и мы будем ездить по гостям. Хотя и работы дома много. Да, я вчера же говорила, что у меня тут канализации и воды нет. Нет, так-то у меня есть здесь и канализация, и вода, причем с первого дня. Просто эта кухонька такая, вы знаете, если бы вы ее полностью как-то снять бы вам ее все сразу, может быть, и было бы заметно. Я как-то сниму, если посмотрю, что будет или нет. Это с таким уклоном комната маленькая, ну не маленькая, в принципе, она 4 на 4,20, по-моему. Просто она невысокая. Эта комната сделана была у меня для кладовки. Вот дядя, который за мной смотрел, я его попросила, хотя у меня и там есть 2 кладовки, но одна была, ну, короче, мне не хватало кладовок, как если меня спросить. И я ему сказала, сделайте мне такую кладовку, чтобы вот посуда лишняя, все такое было. И он мне ее сделал. И поэтому тут и фундамента практически нет. Просто на 2 блока поставили и сделали ее. И знаете, мне это самое... А потом, когда мы начали уже дом достроили, все сделали, комнат не хватало, потому что у меня же тогда и девочки не были замужем, и мальчики дома, и мы, и Дивер, все, короче, мы не помещались, если бы одну комнату еще уделили бы для кухни. Поэтому мы решили кухню здесь оставить. Вернее, не столько я, сколько мои дочки. Хотя я, если честно, пожалела об этом. Ну, обычно как бывает? Времянка переходит в постоянку. Ну, временно, ну, год, ну, 2, ну, максимум 3 здесь будем. Оказалось, 15 лет мы в этой кухне. И поэтому ничего тут делать не хочется. Даже когда я прошу поклеить мне обои, сына, он говорит, не надо здесь клеить обои, или поменять линолеум, тоже говорит, не надо, зачем тратиться. Но каждый год какие-то палки в колеса, жизнь, как всегда, свое. Мы располагаем, а Господь, мы предполагаем, Господь располагает, хотела наоборот сказать. И поэтому не получается, ну ничего, я не жалуюсь. Просто я отвечаю на комментарии, которые были вчера написаны, что нужен теплый пол. Вот для теплого пола, конечно, заморачиваться мне здесь не хочется. Я надеюсь, мы, ну, еще год, может быть, будем в этой кухне. Может быть, на следующую весну уже будет там у меня большая кухня, о которой, мои дорогие, я мечтаю. Причем уже давно, хоть и стыдно мне в моем возрасте об этом говорить. Я практически, считайте, уже все эти 15 лет мечтаю о этой моей огромной большой кухне. Кухню как таковую мы построили большую, она у меня 6 на 7, действительно довольно-таки большая. И сделали окна большие, мне нравится, чтобы в кухне были огромные окна. Ну, по стечению обстоятельств, просто пока у нас не получается ее довести до ума. Ну, там, конечно, еще много чего осталось. Надо и штукатурить, нужно и потолки делать. Правда, мы монолит залили. И что там еще? Ну, много чего. Одна дверь есть, нужна еще одна дверь, потому что в этой кухне у меня 2 двери. Одна на задний ход, двор, и впереди. Так, что? Ну, вот так вот вам. Считайте, типа, буду говорить вам о своих сокровенных желаниях с вами делиться, как с подругами, как с друзьями. И поэтому мы не заморачиваемся, не то, что не заморачиваемся, мы стараемся не тратиться на эту кухню, тем более сейчас, когда, ну, в принципе, как и у всех, у нас немножко не напряженно с деньгами. Ну, если бы не было этой нашей долговой ямы, мы бы, конечно, много чего сделали, но ладно, не суть, не в этом. Ничего страшного, все будет хорошо. Так, вот я ответила вам, почему у меня здесь нет теплых полов, и я не хочу тратиться. Здесь у меня даже отопления нет. Если бы еще отопление было, то даже тогда бы не было сырости. У меня просто от этой газовой печки идет тепло. У меня окно откидывается,
окно чуть-чуть откинуто, чтобы не было угара. Я, правда, делала и вытяжку, но я ее вынесла. Вот эти вот даже гвоздики остались, я еще не белила. Потому что эта вытяжка настолько шумит у меня, я не могу, у меня болит голова потом после нее. Так, поставлю-ка я сковороду. Пока с вами заговорилась, забыла обо всем. Так, масло добью. Так, налью масло. Так, о чем? Я уже мысли потеряла, пока ходила за маслом. Вот такие вот дела, короче, друзья. И теперь, хочешь не хочешь, но придется мне. Дело в том, что я вам, наверное, не сказала. Видимо, я сняла этот ролик, но его не выпустила. У меня такое бывает. Канализацию, засорила мою канализацию. Один раз засорила, мы ее пробили, все было нормально. А потом она засорилась еще раз. Ну и мальчики, короче говоря, пробивали ее арматурой со стороны, ну, со стороны, где эта труба. Пробили мне, короче говоря, и канализационную трубу, и пробили трубу, которая водопроводная, они вместе у меня там лежат. И с той стороны получается по всему периметру этой кухни, если бы хотя бы как-то можно было. Потом нужно всю кухню перекапывать и менять трубы и канализационную, и водопроводную. Просто из-за того, что эти двое у меня не очень-то разбираются в этих во всех нюансах и не такие уж шустрые, я поэтому не даю им это делать. Хотя они просились, мы сами сделаем, но я не разрешила. Жду, пока приедет мой москвич. Хотя он тоже бедный, год работал, приезжает отдохнуть в отпуск. Я его еще хочу тут запахать. Ну, наверное, больше ничего его не буду просить. Просто... Хотя не он сам будет, он будет управлять, они сделают. Просто будет быстрее, он сделает правильнее просто. Во всем этом он разбирается лучше. Во всех этих коммуникациях. Вот так вот, друзья, рассказала вам о своей кухне, почему она у меня здесь. У меня как-то, ну, я вам и говорила, был комментарий, что когда я показывала свой дом, чем вы хвастаетесь, у вас везде недостроено, недоделано. Да, мои хорошие, у меня очень много недоделок, недостроек, много чего стоит. Иногда, конечно, нервничаю из-за этого, а потом думаю, не стоит этого, чтобы нервничать из-за этого. Слава Аллаху, есть где жить, есть что одеть, есть все здоровы, самое главное. И по идее даже вот эта вот болезнь показывает, что которая у нас сейчас, этот ковид, не знаю как он, что не стоит ничему уже как-то и удивляться, и по большому счету как-то даже вот и зацикливаться на том, что сделано, не сделано, где что, у кого какая мебель, у кого какой телевизор, у кого что. Сейчас лишь бы быть здоровыми, мне кажется, это самое главное. Так, вот так вот, друзья. Ну, сейчас я вас все-таки не буду, вот, я боюсь, что будет ролик слишком большой. Я пожарю пирожки, покажу вам готовые. Мои дорогие, как видите, все, пирожки я спекла, пожарила, скорее всего, пожарила, потому что жарилась в масле, не в духовке. Так, еще раз повторюсь, что пирожки ну, считайте, на кефирном тесте. Но это, конечно, у меня не кефирное тесто, а тесто, как его, на сыворотке. Видите, какие, как пух, мягкие, пышные. Так что даже на сыворотке можно сделать такие вот пышные пирожочки с мясом. Видите, каждый пирожок, он пухленький и вкусненький. Я уже один съела, пока жарила. Он очень вкусный пирожок. Так, девчата, мальчишки, так. Короче говоря, если у вас есть мясо, оно же остается иногда после того, как, ну, поели мясо, например, или даже в духовке, если оно испечено. Но обычно у нас оно остается из-за того, что мы часто делаем галушки с мясом, а мясо не всегда съедается до конца. Готовьте
перекрутите через мясорубку. Если оно не жирное, добавьте чуть-чуть жиру. Если нет жира, то добавьте немножко маслица и водички или бульончика. Чуть-чуть только, чтобы начинка была не жидкая, а то на таком тесте, если начинка жидкая, то она вытекает. Ну что еще? Ну все, наверное, на этом сегодняшний я свой влог закончу, друзья. Извините, если слишком много с вами наболтала, но мне было очень интересно. Надеюсь, и вам было со мной интересно. Пирожки с мясом, как пух, получились. Удачные очень. И я надеюсь, что это будет своего рода садака с моего брата. Извините, что я на своем языке, но на русском я сказала, теперь перевела на наш ингушский. И надеюсь, что мы все встретимся в раю и с теми, кто уже ушел раньше нас, и мы все, которые должны тоже туда же уйти. Всем вам мира, добра и благоденствия, здоровья и счастья вам. Как-то так.